Многие люди задают себе одинаковые вопросы. Что же такое жизнь? Для чего я живу? Как устроен окружающий меня мир? Большой мир, вроде Вселенной, разума, человечества. Человек задается подобными вопросами, как правило, раз или два, а потом живет своей обычной жизнью, занимаясь житейскими проблемами, вроде содержания семьи, зарабатывания на жизнь, и забывает об ожидаемых ответах. Роберт Слейтер. Я приветствую наших постоянных телезрителей и тех, кто, возможно, впервые смотрит нашу передачу «Отрицание отрицания». Как всегда, наша программа будет состоять из авторских рубрик, где вы встретитесь с очень непохожими друг на друга людьми, увидите сюжеты на очень разные темы. Главное, на мой взгляд, что будет объединять эту разную разность, это попытка разобраться в событиях и людях, не идеализируя, не отрицая их, но при этом с точки зрения собственного «я», открыто выражая свою авторскую позицию. И слава Богу, что у наших авторов такая возможность сейчас есть. Хотя у меня до сих пор свежи воспоминания о том, как запрещали выход в эфир видеоматериалов моих и моих коллег, которые были неугодны властьпридержащим. Но это отдельная тема для большого серьезного разговора. Возможно, в одной из наших следующих программ мы поговорим и об этом. А сегодня вы увидите лишь несколько видеокадров, которые когда-то считались крамольными. Время все расставляет на свои места. И кто знает, быть может, некоторые кадры нашей программы через какое-то время станут уникальными. Во всяком случае, для меня, и я знаю, что для тех, кто работает вместе со мной, каждый кадр очень дорог. Давайте попробуйте и вы вместе с нами посмотреть на наши видеокадры, как на ускользающий миг, благодаря современной телевизионной технике, чудеснейшим образом остановленной во времени и вернувшейся к нам в настоящее. Это город Усинск. Со своими 45 тысячами жителей, 12-летней историей и типовой застройкой эпохи позднего соцреализма, самый обычный промышленный город новодел, каких много на российском севере. Между тем, с недавних пор Усинск приобрел широкую известность, перешагнувшую границы Республики Коми и даже России. Славу этому приполярному городу, причем славу дурную, принес факт грандиозного разлива нефти, вызванного порывами на нефтепроводе Вазеюса летом-осенью 1994 года. Нефтепровод принадлежал акционерному обществу «Куминефть». Порывы случились в нескольких десятках километров от Усинска, являющегося базовым городом нефтяной индустрии европейского севера России. Вот почему происшедшая в Усинских болотах авария прочно ассоциируется в сознании многих людей с названием города. С тех пор прошло 2,5 года. Причины и масштабы аварии, ее последствия отражены в тысячах документов, об этом написано сотни статей, снято десятки телевизионных сюжетов. Оценки и выводы, получившиеся в результате, давлеют к двум противоположным полюсам. Одни пытались и пытаются доказать, что ничего страшного не произошло, а шум вокруг аварии раздули искусственно и не бескорыстно. Другие убеждены, что произошла экологическая катастрофа со всеми вытекающими отсюда последствиями для окружающей природной среды и населения, проживающего в районе распространения негативных последствий аварии. Впрочем, есть и третья категория. Коренные жители пострадавших от аварии территорий, которые лишены удовольствия следить за прессой и у которых нет доступа к документам, а потому до сих пор больше вопросов, чем ответов. У нас участковая больница, сегодня на учете 13 онкологических больных. За год от раковых заболеваний умерло 7 человек у нас.
За 1 год в нашем маленьком селе разве когда-то такое было? Кто нам скажет, можно, нет, питаться этой рыбой, есть эти ягоды, которые мы собираем в лесу, есть грибы, которые собираем здесь же в лесу. Раньше эти вопросы всегда оставались без ответа. На этот раз, кажется, надежда есть. В начале 1996 года прокуратура Республики Коми закончила расследование уголовного дела, возбужденного по фактам аварии и ее последствий. Обвиняемым, бывшим высокопоставленным чиновником акционерного общества «Коминефть», вменяется обычная для такого рода дел статья 172 Уголовного кодекса РСФСР – халатность. Но вот что необычно. Двоим из них, бывшему исполняющему обязанности генерального директора АО «Коминефть», а ныне одному из руководящих работников нефтяной компании «Комитек» Пономареву, и бывшему начальнику ИНГУДУ «Усинсктермнефть», а ныне заместителю генерального директора АО «Коминефть» Кузнецову, предъявлено обвинение по статье 149 части 2 «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее тяжкие последствия». Статья серьезная, как и наказание, предусмотренное по ней, от 3 до 10 лет лишения свободы. Первоначально Усинский городской суд намеревался провести процесс весной 1996 года. Затем судебное разбирательство было перенесено на осень, потом на зиму. Последний раз к назначенному судьей сроку, 16 декабря, съехались из разных городов и весей и обвиняемые, и их адвокаты. Все, кроме одного, обвиняемого Швецова, приславшего справку о своей болезни. Начало судебного заседания опять перенесли, на этот раз на март 1997 года. Правда, многие в Усинске сходятся во мнении, что процесс ожидания суда напоминает известную изустную историю про попа и его собаку, историю, которая не имеет конца. Много в городе и таких, кто удивляется, как вообще удалось довести до суда при нашем-то уровне экологической сознательности, а лучше сказать экологической несознательности, дело по обвинению нефтяных генералов. И уж подавляющее число усинцев смело могли бы повторить вслед за своим главой. А я говорю, что не будет наказания уголовного до лишения свободы. Это однозначно. Никого. А потому что суд объективно подойдет к этому делу и виновного частного лица не установит виновного. Несколько шокирующая, на первый взгляд, убежденность главы Усинского района в том, что суд в итоге кончится ничем, на самом деле имеет вполне законное основание. За всю обозримую историю нефтедобычи в Республике Коми просто не было прецедента, который заставил бы усомниться в исходе предстоящего судебного рассмотрения. Да что там говорить о суде, если в совсем недалеком еще прошлом не было не только такого понятия, как экологическое преступление, но и само слово «экология» было известно далеко не всем. Смотритесь в эти документальные кадры из нашего прошлого. 60-е, 70-е годы. Время широкомасштабного наступления на природу. Север будет побежден, убеждали газетные полосы и кадры кинохроники. Бьющие в небо нефтяные фонтаны и рукотворные озера черного золота иллюстрировали победные вехи. Тогда просто не могло прийти в голову, что пройдут годы, и эти кадры будут свидетельствовать совсем о другом, об экологическом варварстве и бесхозяйственном отношении к природным богатствам. Стоит ли говорить, что при таком хозяйствовании над проблемой техногенного воздействия на окружающую природную среду никто и не думал всерьез. Подураченные красивыми словами о скором светлом будущем, не очень-то задумывались над тем, что несет с собой промышленное освоение их края и местные коренные жители. Как начали добывать нефть, ведь нефть почти каждый год была по реке. И в первое это время мы радовались тому, что есть полезные ископаемые в нашем районе, по наивности, наверное. Есть нефть, значит, мы будем жить хорошо. Хорошо, к сожалению, не получилось. Да и по совести говоря, не могло получиться. Готовя этот материал, мы побывали в селах и деревнях, расположенных в районе нефтедобычи или находящихся по соседству. Кадры говорят сами за себя. В то время как одни
в основном пришлые и ухватисто извлекают из-под земли сотни миллионов долларов, другие коренные жители этой земли их дедов и прадедов, влачат по существу нищенское существование. Большая нефть не только не дала им достатка, но и уничтожила исконные данные им от Бога источники жизни – реку, лес, пастбище. Из года в год они наблюдают одну и ту же картину. Нефть плывет по реке, по их родной реке, когда-то чистой реку. Они смотрят на эту печальную картину и не знают, что делать. Мы ведь люди поколения законопослушные. Мы привыкли считаться, что Родина, что надо выходить в неделю 6 дней работать обязательно, с 8 часов или там до 5 часов. А теперь особенно больно, потому что природу, считай, погубили уже. Обидно. И бороться, в моем возрасте, моему поколению уже как-то неохота. Правду говорить тоже неохота. Так уже воспитаны. Не говорить всей правды, терпеть и верить. Теперь те, кто призывал терпеть и верить, уже не делают этого. Они просто качают нефть и переводят деньги на тайные счета в иностранных банках. А жители, расположенного в 10 километрах от Усинска, села Колва, пенсионер Анатолий Иванович Попов, у которого впервые в жизни почему-то сгнила вся выращенная на приусадебном участке картошка, фермер Михаил Мальков, у которого перестали покупать молоко, опасаясь, что оно заражено нефтью, Лариса Пастухова, у которой пала от отравления нефтепродуктами единственная корова, все они терпят, потому что не научены бороться за свои права и потому беспомощны в новых циничных условиях жизни. Народ спокойный, так что вот так вот поговорил каждый в своем хозяйстве и успокоился. Надеется, что добрый дядечка все-таки это не оставит везде. Мы все еще живем в плену рабского стереотипа прошлого. Вот приедет барин, барин нас рассудит. Ждать милости от господина свойственно психологии раба. Свободный человек, когда ущемляются его права, данные ему Богом и законом, действует и чаще всего обращается в суд. Конечно, путь от несвободы к правосознанию процесс длительный. Главное двигаться, делать шаги по этому пути. В селе Колва нашлись люди, которые отважились заявить судебные иски о возмещении вреда, причиненного им аварией на нефтепроводе. Этим людям, по капле выдавливающим из себя раба, на самом деле, наверное, не так важно знать, какое наказание определит суд обвиняемых. Для них важно уяснить другое. Могут ли они в законном порядке защитить свои права от произвола людей, не желающих с этими правами считаться? Трудно сказать, состоится ли суд во вновь назначенные сроки. Зато можно не сомневаться в том, что через несколько месяцев, когда вскроются притоки Печоры, жители десятков сел и деревень станут свидетелями привычной картины. Нефть плывет по реке. Откройте любой учебник истории, и вы прочитаете о войнах, о революциях, о восстаниях. В общем-то, так мы изучаем историю. А ведь это, в общем-то, ненормальные события, экстраординарные. Нормальная история – это повседневная жизнь людей, не очень заметная, не очень яркая, не очень броская. Но, собственно говоря, вот этот ежедневный труд понемногу, каждый день создает то, что мы называем прогрессом. Войны и революции скорее разрушают то, что создано повседневным трудом людей. И мы ведь мало знаем о том, как жили наши предки, чем они занимались, что ели, что пили, что их интересовало в конце концов. Их повседневной жизнью мало знаком. Особенно, если они жили не в Петербурге, не в Москве, а в маленьких провинциальных городах,
как, например, Усть-Сысольск. Вот задайте сегодня любому горожанину вопрос, а где ваши предки 100-200 лет назад брали хлеб, мясо, молоко? Вот он скажет, конечно, в магазинах, почти уверен. Это привычно для нас сегодняшних. Кончился хлеб, пойти в магазин. Кончилось молоко, пойти в гастроном. А ведь самое интересное, продовольственных-то магазинов раньше ведь не было. Были лавки, вот в Усть-Сысольске было в середине 19 века лавок 10, где продавали самые разные товары, от дегтя до шелковых тканей. Продавали там кое-какие продукты, колониальные товары. Но хлебных магазинов в маленьких городах не было. Да и молочных тоже, собственно говоря. А как же они обходились-то? А очень просто, хлеб пекли сами, да зачастую и выращивали его сами. Ведь эти города были городами только по названию, а большинство-то горожан занималось сельским хозяйством, жило при своих полях, как писал Городничий. Пахали землю, выращивали скот и тем жили. Интересно, что учителя, скажем, экспериментаторы в Усть-Сысольске даже выращивали плодовые кустарники, а один уникум вырастил лимон даже на собственном подоконнике. Ну, сегодня это вряд ли кого удивит, а все-таки для 19 века это была большая редкость, о которой даже сообщалось в печати. Так что случай-то был, прямо скажем, не рядовой. А уж смородина, малина, это, наверное, росло в каждом подворье. Огурцы еще здесь в 19 веке выращивали. Правда, только интеллигенция. Крестьяне огурцы не признавали. В записках Калистрата Жакова сохранился очень интересный эпизод, когда он пришел из Вильгарта в Усть-Сысольск поступать в училище и целый день маялся в ожидании экзамена. Естественно, пошел домой уже голодный совсем, уставший. Учитель пожалел его и дал ему на дорогу кусок хлеба и огурец. Жаков пишет, что хлеб я съел, а огурец надкусил и выбросил. И подумал, всякую-то дрянь едят господа. А у местной интеллигенции, особенно у учителей, у чиновников, существовал хороший обычай ходить, скажем, летом к пароходной пристани. Ну, пароходная пристань в маленьком Усть-Сысольске — это все равно, что сегодня железнодорожный вокзал в маленьком городе, где проходит железная дорога. Пароход был новейшим изобретением. Пароходное сообщение только в конце 19 века началось. Но главное не это. Пароход встречал весь город, а интеллигенция ходила пить пиво на пароход. Это было таким своеобразным хорошим обычаем. Такой, знаете, как вот в городах раньше, где был маленький вокзал, все собирались на станцию в станционном буфете. Это не значит, что пива в городе не было. Его хватало. Это было показателем хороших манер зайти в буфет на пароходе, выпить пиво и удалиться. Благо гулять-то в Усть-Сысольске было особенно негде. И весь город можно было обойти, за максимум за час по диаметру. Так что пароходная пристань служила своеобразным, культурным центром города. Надо сказать, что в таких же маленьких городах с общественным питанием тоже были определенные проблемы, как, впрочем, и сегодня у нас. Усть-Сысольск вполне благополучно обходился без столовых, ресторанов, трактиров. В начале 20 века, правда, завели ресторан с граммофоном, и газета ехидно писала, что он способствует очистке карманов местной интеллигенции и купечества. Но это, пожалуй, уникальный случай. А так здесь было только 2 трактира, где и предприятия общепита этим, собственно говоря, и исчерпывались. Так что горожане жили исключительно своим хозяйством, можно сказать, не надеясь в данном случае на отцов города. Разве что только в воскресенье можно было пойти на рынок и что-то прикупить. Но это, в общем-то, мало кому приходило в голову идти за продуктами на рынок. А коров, например, держали все в городе. Если сейчас можно встретить на центральных улицах Сыктывкара, бывшего Усть-Сысольска, козу, то раньше это было обычным делом. Коров держали и учителя, и чиновники.
сказать, занимались натуральным хозяйством. У всех были огороды. Кстати говоря, эти коровы жутко раздражали городское начальство. Еще в начале 19 века городничий Николай Самарин, например, обратился в городскую думу со следующим рескриптом, что как разный скот, крупный и мелкий, безо всякого присмотра по городу шатается, от чего могут последовать разные непредвиденные случаи. И думе предписывалось, чтобы отнюдь без пастухов тот скот не находили и в городе не шатались. Но городничий мог издавать сколько угодно грозных постановлений, от этого скот по городским улицам шататься не переставал, разумеется, потому что горожанам кормиться-то надо было. И вот что интересно, проходит ровно 100 лет, ну почти 100 лет, 912 год, и либеральная газета губернская «Вологодский листок» помещает заметку из Сысольска. На улицах города в летнее время мирно пасутся коровы и иной скот. Отцы города изгоняют скот с улиц только в торжественных случаях, в дни приезда начальствующих и почетных лиц. А как только начальство сядет на пароход, скот возвращается в город, и улица снова обращается в скотский выгон. Ну, в 20 веке их заасфальтировали, конечно, и скотским выгоном они перестать были. Какое-то время, конечно, мы забыли про городское животноводство. Но в истории все повторяется и все возвращается на круги своя. Сегодня мы, по сути дела, потихоньку возвращаемся к обычаям наших далеких предков. На Сыктывкарских улицах можно и корову встретить, можно и коз. А уж то, что петухи кричат в центре, поют в центре города, для нас это стало совершенно обычным делом. Так что, как видите, история и учит, и воспитывает, и помогает. А может быть, просто любопытно. Если вы ждете мораль, то напрасно. Я не собираюсь делать никаких выводов. Я хочу вам просто рассказать, как жили наши предки. Если было интересно, значит, нам это удалось. Если не интересно, значит, мы постараемся исправиться. Пока спустите. Все, спускай. Пускай отдохнет немного и... Сколько еще живая она? Ну, все. Далеко? Пошли. Я моя. Валентин Васильевич Кублицкий – искусствовед, известный не только в республике Коми, но и за ее пределами. Много лет исследовавший изобразительное искусство, написавший немало статей очерков о художниках Коми, Валентин Васильевич – автор единственной в истории изобразительного искусства монографии «Близкое, родное», которая сейчас является библиографической редкостью.
Валентин Васильевич родился в Днепродзержинске, учился в Ленинграде, а в 1962 году по воле судеб приехал в Сыктывкар. Закончил искусствоведческое отделение Академии художеств в Ленинграде. Страницы человеческой жизни не так легко перелистать, как листы альбома. И Валентин Васильевич в поисках своего дела в результате творческой неудовлетворенности часто менял место работы. Сначала Сыктывкарский механический завод, где работал художником-оформителем, потом художественно-производственные мастерские художественного фонда, вновь Сыктывкарский механический завод и опять художественный фонд. Был директором художественного музея и, наконец, реставрационной мастерские Национального музея Республики Коми. К этому он шел долгие годы. Лет 20 назад у меня была возможность учиться пойти на реставрацию. Мне казалось такое нудное дело, что это сидеть, корпеть, там по сантиметру что-то очищать. Я не пошел. А сейчас так получилось, не сейчас, 4 года назад. Вот. Меня взяли сюда реставратором, так, случайно. Я был без работы. Ну, а начал работать, оказалось, что так интересно. Я так жалею, что я в свое время не пошел на это дело, что я, наверное, достиг бы каких-нибудь высот. Там есть несколько категорий, можно было бы, конечно, получить высокую категорию. А сейчас уже года не те, чтобы учиться, так, хотя век живи, век учись. Ну, что могу, то делаю. Я все время руками, все время что-то делал. Оформитель, они же и режут по дереву, и чеканят, там, и паяют, и клепают, и красками. То есть кое-какие наработки были. Просто, видно, характер подходит, потому что реставратор, мне кажется, тут половина профессия, половина характера. Тут натура. Сидеть, вот это действительно корпеть все. Это не каждый, наверное, сможет выдержать. В характере каждого реставратора есть особенная черта. И вот как раз мне бы хотелось, чтобы вы обратили внимание на эту черту. Это даже не сколько терпения, а сколько, скорее всего, поиск. Так ведь? Ну, всегда есть какие-то, возникают задачи, проблемы, когда берешь какую-то новую вещь. Всегда приходится какие-то открытия делать, иногда для себя, даже, может, они где-то уже есть, но все равно какой-то такой творческий процесс. Приходится решать очень много вопросов таких. И бывает даже такое, что вещь берешь и кажется, ну все, вот это уже мне не сделать. Потому что, ну, это уже там вдребезги разбито, там дырки, это краска ободом, не знаю, всякое может быть. Ну вот, потом немножко так походишь возле нее кругами, потом это начинает нравиться, и потом приходишь к мысли, что чем вот сложнее вещь, чем она более в аварийном состоянии, тем она кажется гораздо интереснее. Довести ее, то есть перед собой как-то, я так сам шучу, что люблю вот такие подвиги. Это взять рухлядь какую-то и потом из нее сделать вещь. Вообще, так говоря, высоким стилем, как говорят, то есть возрождать. Если не шедевры, то, по крайней мере, вот все предметы, которые у нас в музее, быта, народа и культуры, там все это, вот эти все вещи, которые иногда находятся в аховом, аварийном состоянии, и вот их возрождать для того, чтобы они хранились в нормальном состоянии, чтобы их можно было показать элементарно на выставках. Потому что некоторые вещи бывают в единичных экземплярах. Ну и вот это, то есть мне стало это очень интересно. Тем более это такое, что получается. Задачей музейного реставратора является воссоздать первоначальный вид предмета, его исторический внешний вид. Реставрированные вещи не предназначены для утилитарного использования. Никто не будет играть на этих музыкальных инструментах, сидеть на диванчиках и креслах, шить на швейных машинках. И лишь иногда посетитель музея увидит свое отражение в старинном зеркале, рама которого восстановлена золотыми руками реставратора. Работа эта уникальна, как уникальны и вещи. Мебель в стиле необарокко, старинные часы с боем. Все эти предметы полностью вошли в экспозицию этнографического отдела музея. Неудивительно, что профессия реставратора пришлась по душе Валентину Васильевичу. Его натуре характерно спокойствие и уравновешенность, неторопливость и стремление к законченности, независимо от того, что он делает, пишет статью, режет по дереву или восстанавливает мебель. В экспозиции выставки, посвященной 600-летию блаженной кончины Стефана Пермского, представлены две работы, реставрированные Валентином Васильевичем Кублицким,
Спас Полуношный – один из немногих памятников церковно-деревянной скульптуры, сохранившийся на Коми-земле, и оклад к иконе Стефан Пермских житии, который под руками реставратора приобрел свой первозданный блеск и красоту. Оклад металлический. Он был такой грязный, мутный, серый, то есть не знали вообще, что с этой иконой можно ее списать куда-то или чего. Ну вот я реставрационный совет постановил мне оклад этот снять и почистить хотя бы к выставке. Ну, вот я долго с ним возился, там однажды такой состав нашел какой-то, так ваткой провел, и там зеркальное золото прямо под ваткой сверкало. Ну, конечно, я тут забегал вокруг нее, почистил, и она оказалась, значит, латунная, пластина металлическая, чеканная, ну, позолоченная. Но вот золото не сусальное какое-то, а очевидно творенное. Есть такой способ сделать из настоящего листового золота краску. Вот очевидно, она таким способом сделана. И что еще самое интересное, там на нимбе, значит, над головой Стефана Пермского, причем в перевернутом состоянии, я там прочел фамилию, сфотографировал, Федор Малов. И вот, значит, есть возможность, может, порыться где-то в каких-то архивах, покопаться, не знаю, потому что, не знаю, скорее всего, это не мастер, который делал, а может, позолотчик, который золотил, может, он их расписался, потому что этим же золотом, которым все крыто, этим сделана роспись. Так что, все равно интересно, фамилия вот была. А как дела с тем ангелом, которым вы реставрировали в последнее время? Ну, ангел сейчас в фондах, по-моему, находится. Это тоже скульптура, сантиметров 65, она высотой такая. Значит, типа пермской скульптуры, но очевидно местное производство, которое грубовато немножко сделано. Она поступила, у нее, она тоже раскрашена. Значит, лицо, хитон, не было одной руки и одного крыла. Я когда почистил туда все, второе крыло совершенно было черное, но там были следы блестки такие, как бы позолоты тоже, мельчайшие, там микроскопические. Ну, приняли решение, я изготовил руку и крыло, и оба крыла, значит, заново обработал специальной фольгой, крытой золотистым лаком, то есть как бы оба позолоченные крыла. Сейчас, кстати, вот вышел «Памятники Отечества», или что, 2 журнала по коме. А там есть этот ангел на всю страницу. Правда, это... авторство не указали, ну ладно, я не претензий. И, конечно же, подобной работе недостаточно мастерства, необходима культура и вдохновение. Именно такими мудрыми, талантливыми, терпеливыми людьми сохраняются прекрасные памятники культуры, быта и искусства. Ко времени большевистского переворота в 17 году в Коми-крае насчитывалось 177 действующих православных храмов, в которых службу совершали 113 священников. Но уже через 20 лет, к началу Второй мировой войны, из них в живых оставались единицы. Все остальные были репрессированы и физически уничтожены новой властью. Скорбный список жертв кровавого большевистского режима среди духовенства в Коми-крае возглавляет священник Уснемской церкви Дмитрий Спасский, казненный в 18 году головорезами отряда Красной охранки, возглавляемого австрийским коммунистом Мандельбаумом. В 18 году, когда вот эти красные бандиты забрали и расстреляли вашего отца, вам было, Таисия Дмитриевна, 5 лет, а вам, Галина Дмитриевна, 8 лет. Да. Может быть, вы расскажете, как все это происходило? Вы ведь видели кое-что своими глазами, многое слышали от соседей, от людей. Расскажите, пожалуйста, как это происходило? Вот отряд Мандельбаума пришел, и как они пришли, когда к вам, что они говорили?
Вот это что говорили-то, я не помню, что, но они говорили, наверное, ничего не говорили. Все искали. Только искали все по всему, по всей Что-то, квартире. ну, обыск ходили. какой-то был. Я помню, даже мы сидели на лавочке, дети, так даже под лавкой посмотрели. А мать туда спрятала эти, как его, масло было в бочоночке, так масло туда спрятала. И они вытащили эту бочонок, посмотрели, так махнули рукой, обратно бросили. Они искали, наверное, чего-то золото или что-нибудь такое. Золото искали? И они говорили, где золото? Спрашивали? Да, где золото спрашивали, где? Давай золото, говорит, поп, давай золото. А он на нас посмотрел, сказал, вот мое золото. То есть дети? Да, мои дети, значит, Да. вот мое золото. А сколько у вас было детей? 4. И самой старшей вам старшей у нас 8 лет. 8 лет, а вам 5 лет тогда было. А брату 2,5 было. Золото не нашли, и поэтому забрали его самого. Да. А как это происходило? А потом его забрали, одевайся, говорит, я это что-то помню. Он что-то помешкался, что-то мама бросилась к нему. Ну и она говорит, Господи, как я буду жить? А он сказал, Бог вас не оставит. Да, я вот это тоже очень хорошо помню. Бог вас не оставит. Бог вас не оставит. Бог вас не оставит. Такие были последние слова священника Дмитрия Спасского, произнесенные им как благословение, плачущей супруга своей и детям, когда бандиты из отряда Красной Охранки коммуниста Мандельбаума уводили его на казнь. И действительно, семья новомученика Дмитрия Спасского не только чудом спаслась, но и приумножилась годами. 13 внуков и 19 правнуков насчитывается сегодня у дочерей его. Некоторые из них теперь хорошо известные и уважаемые в нашей республике люди. Уже много лет собирает документальные материалы о своей родословной и сведения о своем дедушке, внук священника Дмитрия Спасского, Феликс Григорьевич Карманов, председатель Союза фермерских хозяйств Республики Коми и член правления Коми-генеалогического общества «Орки». По его инициативе и попечительству восстанавливается сейчас опустошенный большевиками храм в селе Уснем, возведенный из камня еще отцом Дмитрием Спасским, и он прослужил больше 10 лет. Феликс Григорьевич, вы все-таки были коммунистом, и какое у вас отношение к памяти вашего деда в настоящее время? В настоящее время у меня самые хорошие впечатления. Я впервые узнал из автобиографии коми писателя Нёбденца Виктора, что мой дед был просветителем. Он в деревенской школе второй ступени с 1901 года по 1907 год преподаватель работал. И Нёбденца Виктор был одним из учеников его. И в своей автобиографии он с юмором отзывается о моем деде. А сейчас начал немножко поглубже заниматься. И вот род Спасских, то оказывается, с конца 1690 года происходили из рода священников Сысольского района. Вижинга, Водча, Кебра. И уже прапрадед, дьякон Кепской церкви, фамилия Попов, взял Спасского. Это, по всей вероятности, по имени церкви Кепской. Вот. И очень приятно, что все предки были не только в священнослужении, но и они несли культуру коми-народ. Они обучали их грамоте, старались во всем помогать народу. Будучи в КГБ, материалы брата
деда, отца Якова, когда его в 1920 году посадили по доносу, писатель Нёбнинца Виктор, будучи секретарем ГУБ ЧК, секретарем РСДСП в Компартии, дважды ходатайствовал, чтобы его освободили. Это надо в 2020 году иметь мужество, чтобы в ГУБ ЧК Северного края написать об освобождении священника. Ну, не послушались, срок, говорит, маленький, всего 3 года, пускай отсидит. Первый священник Кобячева, это у прадеда брать, отец Василий, тоже был репрессирован в 24 году, посажен. Ну, тоже за донос, что он требовал за службу по 3 пирога, ему давали 2 пирога, а коммунистам-грабителям дадут сколько они захотят. За это ему в тюрьму сажали, потом освободили, потому что ему было 68 лет. Он был первым священником Обячева, был благочинным, награжден орденом Святой Анны Третьей степени. Кстати, у него правнук находится в Ухте. Это вот все в нашей связи я ищу. И нити идут в Ленинград. Один из ответственных работников Совмина мне рассказывал, что, будучи на курсах Академии гражданской авиации, Спасский читал им лекции по строительству. И он говорил, я, говорю, строил дорогу в городе Ухте. Видимо, он тоже из наших родственников. Но сейчас очень трудно найти. Очень трудно найти, где семья Якова. По всей вероятности, после освобождения в 24 году, наверное, они уехали в Сибирь. Я так думаю, полагаю. В Пезмоге или скрывает, или тоже не знает. Видимо, боятся еще все говорить правду. Ну, а жизнь, ведь жизнь такая есть. Я много хороших людей встретил. Очень много хороших. И в Караганде, и в Помоздино, и в Сыктывкаре. Недавно на месте казни своего дедушки, вблизи села Помоздино, Феликс Григорьевич установил поминальный крест. Примечательно и отрадно, что в этом добром деле непосредственное участие принимал также и нынешний глава Республики Коми Юрий Алексеевич Спиридонов, зять семьи Спасских. Тело убиенного отца Дмитрия было погребено на старом кладбище в центре села Помоздино. Отпевал его местный священник, отец Алексей Тюрнин, который позднее тоже был казнен большевистскими палачами. Могила отца Дмитрия Спасского, к сожалению, не сохранилась до наших дней. Еще в 30-х годах местные партактивисты устроили на этом кладбище парк культуры и отдыха. А позднее выстроили здесь здание райисполкома и дом культуры. На большей части кладбища вырубили деревья и построили стадион со спортивным залом. Когда вы учительствовали вот в деревне Соргев рядом с Помоздино, и ходили мимо кладбища в селе Помоздино, а там же похоронен ваш отец. И что вы испытывали? Господи. И что вы думали в это время, когда каждый день мимо его могилы ходили? Скажите, пожалуйста, если можно. Помоздино, так действительно каждый день мимо его могилы ходила и останавливалась на минутку на дороге. А на кладбище-то заходить боялась, чтобы никто не увидел, что вот поклоняется попу. Попирание исторической памяти, пляска на костях своих предков. Такова была идеология и практика большевистского режима. Здание новой советской системы возводилось на шатком фундаменте, злонамеренно разрушенной прежней культуры и на миллионах человеческих жертв. Такое сооружение неизбежно было обречено на развал. Теперь настала пора одуматься всем нам. В первую очередь
необходимо постараться спасти и сохранить хотя бы те ценности, которые еще остались от прошлого, от наших предков. Почему бы, например, остаткам здания церкви и старого кладбища в селе Помозино не присвоить статус культурно-исторических памятников и взять их под государственную охрану, чтобы очередной самодур из местных чиновников не посмел уже самовольно продолжать разрушать до основания все то, что принадлежит народу и истории. Эти кадры мы снимали на одном заседании студенческого совета Сыктывкарского государственного университета, поводом для которого стал Татьянин день. Решался вопрос, быть или не быть в этом году празднику для сыктывкарских студентов, а если быть, то каким? Устоявшейся традиции празднования этого дня в нашем городе пока нет. Поэтому необходимо было обсудить множество различных вопросов, где, когда, кто и на какие деньги организует нечто. Ну а для тех телезрителей, которые еще не поняли, о каком празднике идет речь на этом заседании, небольшая историческая справка. В 1755 году в царствовании императрицы Елизаветы Петровны в Москве был основан университет. Особенно много забот прилагал для его открытия первый наш ученый Михаил Ломоносов. В этом деле ему помогал просвещенный вельможа того времени граф Шувалов, мать которого звали Татьяной. Открыв университет, он поздравил мать с ангелом и сказал: «Дарю тебя университетом». Было это 12 января по-старому, а значит 25 января по новому стилю. С тех давних пор Татьянин день на Руси отмечается как студенческий праздник. Никогда не были так шумны московские улицы, как ежегодно в этот день. Толпы студентов до поздней ночи ходили по Москве с песнями, ездили, обнявшись втроем и четвером на одном извозчике, и горланили. Недаром во всех песенках рифмуется «Спьяна» и «Татьяна». Это был беззаботно шумный гулящий день, и полиция, такие она имела указания свыше, в этот день студентов не арестовывала, пишет в своей книге «Москва и москвичи» Владимир Виляровский. Еще с 70-х годов хозяин Эрмитажа француз Оливье отдавал студентам на этот день свой ресторан для гулянки. Это был народный праздник в буржуазном дворце обжорства. В этот день, даже во времена самой злейшей реакции, это был единственный зал в России, где легально произносились смелые речи. Хочется отметить любопытное совпадение. Открытие педагогического института в Сыктывкаре, первого высшего учебного заведения в нашей республике, состоялось так же, как и основание Московского университета в январе. Но только произошло это в веке нынешнем, а точнее в 1932 году. А единственный из 11 вузов республики университет сравнительно молод. И все же в этом году он отметит свой хоть и скромный, но юбилей – 25 лет со дня открытия. Что ж, заглянем еще раз за стены Сыктывкарского университета, где протекают будни, праздники студентов, живут старые и появляются новые проблемы. Проблемы у студентов, они связаны с общими проблемами в нашей стране. Я думаю, что, так сказать, от этого все и идет. Будет улучшаться обстановка в труде, меньше будет проблем у студентов. Но в основном, конечно, это сейчас проблема финансовая, как у всех. Нам не выделяют денег ни на что, кроме как на стипендию. Поэтому с каждым годом труднее становится содержать и аудитории в порядке, и общежитие. Труднее становится проводить какие-то культурно-массовые мероприятия, спортивные мероприятия. То есть то, что мы ругали раньше, как оказалось, не все было плохо. То есть эти спортивные культурно-массовые работы проводилось, был комсомол, который мы ругали вместе с партией. Сейчас комсомола нет, нишу эту никто не занял. Те общественные организации, которых есть, их стало очень много, но практически ни у одной из них нет достаточно сил и средств, чтобы заменить комсомол, который вел воспитательную работу. Но результаты налицо, я думаю, так сказать, и у студентов те же самые проблемы. Практически все мероприятия, которые сейчас проходят, как городские, так и республиканские, с такими большими, так сказать, нервами, грубо говоря, какими-то потугами, наверное, проходит каждое мероприятие. И вот
тот праздник, который сейчас будет у студентов, Татьянин день, 25 января. Ну, пытаемся здесь сделать, чтобы какой-то праздник устроить студентам, насколько хватит у нас, так сказать, средств на это. Какие могут быть проблемы в СГУ? В СГУ проблемы те же самые, что и во всем мире в студенчестве. Больше юмора, больше веселья, потому что люди какие-то зимой сонные ходят, и поэтому все, что может студент сделать для себя, для своего там развития, для своих каких-то развлечений, он старается. Но проблема состоит в том, что не все поддерживают, нет средств. Довольно трудно с проведением практики у нас. То есть сейчас существуют центры, которые в полной мере не могут предоставить нам ту практику, которая нам необходима. Одной из важных проблем студентов является то, что очень трудно после окончания университета с трудоустройством, потому что молодых специалистов не берут на предприятия, поскольку считая их как бы недостойной заменой тем, кто уходит. И поэтому как бы оставляют тех старых работников, даже пенсионеров зачастую оставляют работать вместо того, чтобы брать молодых специалистов после окончания нашего университета. На данном этапе это сессия, конечно. А вот вообще, ну вот видели, как мы тут собирались. Проблемы с привлечением студентов вообще к этим мероприятиям студенческим. Но самое главное, это, как всегда, стипендия. Это у всех студентов. Это задержка стипендий и, конечно же, фонд стипендий. Вышло новое положение оплаты стипендий, поэтому у нас множество проблем, потому что не выплачиваются стипендии троечникам. И, естественно, это поднимается в каждом учебном заведении, это проблема. Там выступают различные студенты с различными положениями новыми, то есть каждое учебное заведение выдвигает свои требования. То есть проблема со стипендиями – это проблема номер один. Да. А что еще? Культурный отдых, как всегда. Где и как отдыхать. Нету самых элементарных. Вот мы поднимаем, как студенчество, действительно хочется их привлечь к более высокому чему-то, чтобы они действительно могли отдыхать. Не просто где-то зависать, а отдыхать, культурно, хорошо отдыхать. Мы собрались просто спонтанно. Это было раньше, давно. То есть началось мы, Дима, раньше, довольно давно болеем уже за «Спартак» московский клуб по футболу. И приехав здесь сюда, в Сыктывкар, постарались найти тоже людей, которые болеют, то есть неравнодушны к этому клубу, и вместе проводить время, то есть смотреть матчи, анализировать их ситуацию. Вот в марте месяце с Димой мы вместе ездили на Нант, когда приезжал, Лига чемпионов проходила, французский клуб приезжал. Вот мы там нашли тоже фанатов, можно так сказать, из других городов, Москвы, в частности Петербурга. Мы постарались завязать с ними переписку. Сейчас вот надеемся, то есть к нам подключили парни из Рязани, может быть, из других городов. В Сыктывкар больше тоже надеемся мы. Чтобы в Сыктывкаре тоже группа поддержки нашлась, и организуем сейчас вот в ближайшее время, уже скоро через полгода, на матч Лиги чемпионов мы собираемся ехать. Просто так получилось, встретились, оказалось, что у нас общие интересы. Так вместе, иногда в общежитии, иногда у ребят городских, сидим, смотрим телевизор. Мы еще поддерживаем местный клуб здесь, строитель Сыктывкарский. Вот мы тоже сильно ходим там, постоянно вместе с командой. Это по хоккею с мячом? Да, русский хоккей. Я думаю, что команда «Строитель», наверное, вас уже заметила, и вам мы очень благодарны за то, что вы их поддерживаете на играх. Мы даже это слышали от местных болельщиков, мол, ребята такие появились, таких еще не было. Так что кто хочет с нами встретиться, вот с нашей группировкой, как можно назвать, фэн-клубом, неофициальным пока, но мы скоро, думаю, зарегистрируемся. Ждем вас на очередных матчах «Строителя». То есть вас можно найти именно там, на стадионе, да? Нас видно хорошо, тут выделяемся красно-белыми цветами. И общей черной массы такой. И еще одно приглашение. Сыктывкарских студентов ждут в туристическом клубе университета. У нас есть горный туризм, лыжный туризм, есть водный туризм, велосипедный туризм. Большое очень мероприятие, в основном проходят летом. Ездят ребята в Крым, в Карелию, еще куда. Да, в горы. Очень интересно, конечно, проходят эти мероприятия. Эти походы очень интересные. Там, получаешь массу удовольствия, очень много знаний, смотришь пейзажи, очень красивые места.
общаешься просто с людьми, весело проводишь время, что довольно трудно теперь сделать при нынешней ситуации. И вот этот клуб помогает выехать куда-то, посмотреть другие места. Большая часть молодежи сейчас привыкла в своей компании проводить время в различных зданиях, там, я не знаю, вот в этих вот душных квартирах и так далее. Тут же все происходит на природе, как говорится, это редкость сегодня. Да, это мечта многих, это романтика, это костер, это гитара, это песни, это луна, это вообще солнце, это вообще красота. Мне кажется, многие из вас, глядя на эти кадры, так же, как и я, вдохнут. Золотое студенческое время. Действительно, вся жизнь впереди, дерзновенные помыслы, юношеский максимализм. Ведь не зря студенты во все времена были самой активной частью общества. Но то, что касается активности, да, конечно, она достаточно снизилась, но на то есть объективные причины. То есть сейчас, наверное, труднее стало выкраивать время на общественную работу, так называемую, которой раньше студенты занимались. Больше появилось каких-то личных проблем. Ну, жизнь сама коренным образом изменилась. Сейчас одни студенты стараются, значит, заработать и уже, пока еще являются студентами, это ушли в голову в бизнес и так далее. У других голова болит о том, как выжить и не бросить учебу, потому что их родители забыли, что такое заработная плата. Ну, общие такие проблемы, поэтому и активность студентов, чтобы как-то улучшить свою жизнь, то есть помимо учебы заниматься еще чем-то, ну, естественно, она снизилась по сравнению с предшествующими десятилетиями. Ну что ж, давайте вспомним некоторые моменты из жизни студентов конца 80-х годов. Сыктывкар, 1989 год. Демонстрация, организованная студентами накануне первых демократических выборов в нашей стране. Тогда эти кадры казались крамольными и были сняты с эфира прежним руководством Гослерадио. Вот я дожил до этого дня. У нас есть свободные выборы. Мы можем сейчас на самом деле проводить предвыборную агитацию. Мы можем сейчас выбирать кандидатов, а не голосовать из одного за одного. И я счастлив, что мне довелось таки до этого дожить. Товарищи работники искусства, присоединяйтесь к демонстрации в поддержку Львова Ивановича Пименова. Весна того же 89 года. По инициативе студентов был организован митинг в защиту папаши в опалу популярности в годы телевизионной программы «Молодежный канал». Это был романтический период демократизации нашей страны. Всем хотелось быстрых и видимых перемен. Жизнь оказалась сложнее. Более того, есть такое ощущение, что мы перестали осознавать цену тех демократических свобод, которые отстаивали еще недавно. Демократическая общественность, не успевшая сформироваться зрелое гражданское общество, теряет инициативу. Необходим прилив свежих мыслей, действий, движений. В то же время современное студенчество, обладающее огромным потенциалом энергии, остается подчеркнуто аполитичным. Ощущение отката материализуется в реалиях жизни. Шестидесятники знают, что это такое. Если бы молодость знала, если бы старость могла.